Эта стройка уже несколько лет ведется в Акмюсджите по улице Воровского. За это время здесь выросли масштабные постройки и даже была возведена часовня. В разные годы на эту землю то и дело покушались то крупные строительные компании, то желающие возвести здесь ледовый каток. Но каждый раз участок удавалось защитить усилиями научной общественности и активистов. Ведь здесь когда-то располагался памятник крымско-татарской истории, культуры и архитектуры, дворцовый комплекс Калга-Султана, построенный в последней четверти 15-го, начале 16 веков. Он был разрушен в 1783 году. В 19 веке на камнях дворца построили пивной завод, но во второй половине 20 века его закрыли и тоже разрушили. 50 senelerde galiba pivzavod mında koçken son kimse mında ayak basmaydı. Yani herkes bileydi bu Kalga Sultan sarayı olğan bir yerdir. Onun için kimse ne bir kuruculuk göremez, yani boş bir yerdir. Çünkü herkes bileydi onun emniyetini. С 2008 года мы этот объект ведем. Мы как общественники, как молодежная организация. Были, когда начинались проблемы с этим местом, здесь хотели застроить там крупные строительные компании. Тогда нам удалось отбить, тогда нас выслушали. В 2017 году на пустыре внезапно началось частное строительство, появился забор. Крымско-татарская общественность забила тревогу. В ноябре 2017 года здесь были проведены раскопки, в ходе которых был обнаружен культурный слой. ...160 santimetre bu insan boyunda bir çukurdur. Şurf derler ona. Ve mında biz göremiz böyle mahsus işlengen plitalar, pol ve bir temel. Bir duvarının kalıntıları. Yani o kadar güzel görünüyor ve bu resim onun uçaskasında yapılgan idi. Ve şimdi bizge aytalar, anda bir türlü tarihi demek medeni şey yok. Ama o zaman bu nedir? Bu Bekim'de ya Mengli-Giray'ın camisi ya da sarayın özünün temellerinden ve onun duvarlarından. Среди находок были также керамические сосуды, курительные трубки, монеты времен Крымского ханства. Историки убеждены, это место имеет особое значение для всего Акмюсджита. Yani Akmüsjitimizni alsak, mana artımızda olğan Neapol Skifski'nin beraber, bu demek endi Orta Asır devrimizden bağlı bir yerdir. Men belesem bu 350 yıllık Kırım Hanlığı devrinden daha kıymetli şeyimiz yok. Ve yalnız bu Kırım Tatar tarihi için değil de bu elbette şehir için de son derece bir kıymetli bir yerdir. 48 hanımızdan 30 ekisi onlar öz vaxtında, yani han olmazdan evvel Kalga Sultanlıq yapqan ediler. Sarayının erkanında Mengli-Giray hanının kurgan camisi kireydi. Yani bu bir kompleks. Biz tam manada o neden ibaret olğanını biz tam şimdi bile bilmemiz. O bütün bu yerde raskopkalar yapılsa, kazı işleri yapılsa son biz bilecekmiz. Здесь перемешалось сразу несколько эпох. Вот если посмотреть наверх, вот на эту горочку, то там начинается Неапольский. А вот тут внизу, вот вдоль этой долины Салгира, был дворец первого лица Акмечети Калги Султана. И все путешественники писали, что дворец очень красивый, очень удобный. Все это было привязано к роднику, прекрасная чешме рядом, оно сохранилось. После проведенных в 2017 году исследований предполагалось провести полномасштабные раскопки. Хозяину стройки было предписано снести сооружение, было вынесено соответствующее решение суда. Но владелец якобы также заказал раскопки на своем участке, и археологи, по его словам, не нашли следов нахождения здесь дворца Калга-Султана. Это позволило лишить занятые участки охранного статуса и узаконить подстроительство. Я в 2019 году заключил договор с ХРАНом Вадим Владиславович Майко. Заказали лист, открытый лист в Москве. И в 2019 году мы раскопки ввели здесь. Ничего не найдено. Что это? Да это засунутое в одно место. Все, что седали, 2 монеты туда кинул, это не означает, что да, подкинули. Я постараюсь вас посадить на электрический стол. Почему-то после вторичных раскопок часть территории этой была как бы вычленена из границ выявленного объекта культурного наследия. Тоже на каком основании, как, я, к сожалению, не знаю, никаких
опять же, ни документов, ничего я не видел по этому поводу. Вот. И что получается? Что у нас государство вроде бы охраняет, да, на своих территориях объекты культурного наследия, способствует их изучению, развитию, реставрации. А вот в то же время, как на территории частных лиц, как видим, происходит строительство. Но не бывает так, да, вот вся территория вроде объекта, а потом по границе, по забору памятника нет. Ну, это, в принципе, нонсенс. Рядом с будущим домом владелец участка построил часовню и останавливать стройку, судя по всему, не намерен. Активисты в очередной раз обратились к властям с просьбой помочь защитить памятник. Они опасаются, что бездействие приведет к окончательной утрате этого значимого места. Мне кажется, что в данном случае мы, конечно, большей частью теряем этот объект уже. Вот. И если не будут какие-то предприняты меры более такие решительные, если частные эти лица не пойдут на какие-то соглашения с государством, не будет эта ситуация таким образом разрешена, то у нас, в принципе, уже ничего не останется ни от самого дворца Калги-Султана, ни от даже тех жалких крох культурного слоя, который мы здесь, в принципе, находили. Самое противное – это на религиозных чувствах начинает играть. То есть вот там якобы что-то там, какое-то знамение, и здесь вот оно должно появиться, там так называемая часовня. А это для чего делается? Для того, чтобы если вдруг что-то будет, там будут сносить, будут говориться, вот сносится там якобы там часовня христианская и так далее, и так далее. В 2014 году, я помню, типа дальше фундамента речь не шло. Сейчас мы видим уже серьезные постройки, уже серьезные капиталовложения. Все это, конечно, нехорошо. Но особенно расстраивает то, что в это дело приплели религию. Насколько я знаю, я общался с владыкой, они согласия не давали. То есть это момент нехороший. В Крыму мы были все время образцом веротерпимости.